эта помощь пойдет адресно тем, кто оказался в очень тяжелой материальной ситуации. Щедрый братский жест. Около 50 тонн сахара получила Ингушетия от карачаево-черкесского народа. Вот этот костюм многоразовый нам облегчили труд тем, что мы не должны его в камере дезинфицировать. Помощь от сенатора. Билан Хамчиев прислал врачам Ингушетии средства защиты и 1 аппарат ИВЛ. Ожидается 2-й рейс. Пандемия диктует свои условия жизни. Жители России перешли на удаленку. Карантин и самоизоляция как антивирусная мера. Сидим дома. Башня Согласия поменяла подсветку. Ингушетия присоединилась к международной акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Президент России Владимир Путин уже во 2-й раз обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом. Лидер государства объявил, что режим нерабочих дней будет продлен до конца апреля с сохранением заработной платы. Предлагаем посмотреть полную версию выступления президента. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. И именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас всех, без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям. Всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией. Строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов. Заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих. Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренные для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран. Что считаю принципиально важным? Нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше. Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы. Вместе с тем, ситуация меняется. И в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где
коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи с субъектом и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством. Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти – федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И, конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий – защищенность, здоровье и безопасность граждан России. С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения. Что еще хочу сказать и что еще хочу особо подчеркнуть? Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения. Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Беречь себя и своих близких. Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время этой недели показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
Пандемия, карантин, самоизоляция и взаимовыручка. Около 50 тонн сахара получила Ингушетия от Карачаева-Черкесии. 2 фуры прибыли в регион накануне. Это помощь малоимущим семьям республики. Непростая эпидемиологическая ситуация еще больше укрепила наши народы. О братском гуманитарном жесте. Жаридат Халухоева. Еще накануне вечером 2 груженных фуры пересекли границу Ингушетии. Это 50 тонн сахара для республики от братского народа Карачаева-Черкесии. Помощь предусмотрена для жителей 9 населенных пунктов и районов. В списке получателей нуждающиеся 7 региона. Продуктовую помощь нашей республике глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов решил оказать после состоявшегося телефонного разговора с Махмудом Али Калиматовым. Конечно же, мы решили, что эта помощь пойдет адресно тем, кто оказался в очень тяжелой материальной ситуации, понимаете? У нас есть люди, семьи, которые действительно очень сильно сегодня нуждаются. И мы заранее благодарим всех тех, кто организовал быструю работу здесь. Этот шаг, он надолго останется в наших сердцах. Дело в том, что такие намерения и вот эти братские чувства, которые, безусловно, братские отношения между всеми народами Кавказа, России. Но сегодня продемонстрировал это Карачаево-Черкесский народ во главе с Рашидом Темрезовым. Мы бесконечно ему благодарны. Мешки с сахаром тут же загружают в микроавтобусы. Дальше их развезут по городам и селам. Назрань отправит 150 мешков, Назрановский район – 226. Для нуждающихся жителей Малгобека предусмотрено 67 мешков, а по всему району – 205. В Сунжу отправят 78, Сунжанский район – 156. В Карабулаке такую помощь получат 73 семьи, в Магасе – 17 и в Жайрасском районе – 28. В Акажево местные власти первыми наведываются к семье Тумгоевых. Мадина Тумгоева – многодетная мать, у нее 5 детей. Единственный доход семьи – детское пособие. Главе семьи пришлось уйти с работы из-за проблем со здоровьем. И такая помощь от братского народа для семьи – большая подмога. Я хотела бы поблагодарить главу Карачаева-Черкесии. Он нам очень сильно помог. Спасибо ему большое. На данный момент у нас практически не остался сахар дома. Для нас это стало подарком. Коронавирус, обвал рубля и массовые скупки продовольствия на рынках привели к резкому росту цен на продукты питания. В этом списке и сахар. С добавлением еще мешка муки. Мы ее сегодня развозим остро нуждающимся семьям, малоимущим семьям. И хочется поблагодарить и Темрезу, и главу республики. А что касается населения, хотелось бы, чтобы они все неукоснительно придерживались тех норм, требований Роспотребнадзора, правительства республики, сидеть дома, вести себя соответственно требованиям государства. Всего в регионе помощь от Карачаева-Черкесии получили 1000 ингушских семей. Жаридат Халухоева, Адам Гулоева, Схабила, Киев, Новости 24. Махмуд Али Калиматов выразил благодарность главе Карачаева-Черкесии за оказанную ингушским семьям продуктовую помощь. Цитата. «Уважаемый Рашид Бориспиевич, от себя лично и всех жителей Ингушетии выражаю вам и всему народу Карачаево-Черкесской республики искреннюю признательность и благодарность за оказанную помощь. Наши народы не раз подвергались проверкам судьбы, но мы всегда поддерживали друг друга в трудные минуты, сохраняя и укрепляя теплые братские отношения между нашими народами. Уверен, что именно забота и взаимовыручка помогут нам выдержать любые испытания. Желаю многонациональному народу Карачаева-Черкесии здоровья, благополучия, мира и процветания». Помощь от сенатора. Ингушские врачи получили самую необходимую помощь от члена Совета Федерации от Республики Билана Хамчиева. Это средства защиты и аппарат искусственной вентиляции легких. Оборудование жизненной необходимости для больных, имеющие соответствующие сертификаты. Первый грузовик с провизией уже прибыл в Ингушетию. На днях будут встречать еще одну машину со всем необходимым для медперсонала инвентарем. О неоценимой помощи Светлана Томова. 1500 респираторов, 500 противокислотных костюмов, перчатки, халаты, а самое главное – новейший аппарат искусственной вентиляции легких. Ингушетия первая из регионов получила помощь от соотечественника сенатора Билана Хамчиева. Грузовая «Газель» с различными средствами защиты для медперсонала больниц региона прибыла сегодня из Москвы в республику.
Для врачей, для медперсонала это огромная помощь, защита. Именно мы должны защитить свой медицинский персонал. Мы должны предоставить им такие условия, чтобы работа не была для них опасной. Я думаю, что и другие также, и сенаторы, и меценаты будут отзываться, потому что беда общая, беда наша. И, конечно же, никакие медицинские организации, никакая страна не была готова к такому развитию событий и вообще к возникновению вот такой вот пандемии всемирной. В Минздраве приняли решение отвести все эти средства защиты в Назрановскую районную больницу. Всего здесь развернули 200 коек, и если появится необходимость, количество мест может увеличиться вдвое. А такая помощь и поддержка со стороны нашего земляка была просто необходима, отмечает главврач больницы. Мы их искали, мы по всей Москве скидывали информацию, чтобы найти вот именно эти очки. Мы нашли этого производителя, не могли с ним связаться. Настолько это все для нас на сегодняшний день это очень значимо. Вот этот костюм многоразовый нам облегчили труд тем, что мы не должны его в камере дезинфицировать. Мы его протерли, почистили дезинфицирующим раствором, и мы его можем повторно одеть. И нам облегчили, конечно, нашу работу. На месте сразу вскрыли и осмотрели аппарат ИВЛ. По словам врачей, на сегодняшний день в их больнице имеется всего 13 аппаратов искусственной вентиляции легких, но и их в случае ЧП будет крайне мало. По словам помощника сенатора Билана Хамчиева, на днях прибудет еще один грузовик с необходимыми средствами защиты. Мы сегодня передали Ереме Анташкиевой необходимые средства защиты для врачей. И я по большей степени хочу поблагодарить наших врачей, что, подвергая своей жизни опасности, они не покидают эти помещения и помогают справиться с этим недугом, с этой чумой, так скажем, нашим гражданам. Не лишним будет отметить, что все наши врачи прошли необходимый инструктаж. В медицинских учреждениях на местах обеспечена возможность быстрой диагностики возбудителя, а также наличие противовирусных и других препаратов для лечения. Кроме того, по словам руководителя Минздрава, проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа. Светлана Томова, Ахмед Гандаров. Новости 24. Также одной из больниц региона большую продуктовую помощь оказал Алихан Тичоев, бывший постпред Ингушетии при президенте России. К благотворительной акции планируют присоединиться также депутаты Госдумы, сенаторы от Ингушетии и меценаты. Продуктовая помощь и медикаменты от них в регион прибудут в ближайшее время. Ну а теперь о цифрах. В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлен 771 новый случай заражения COVID-19. Всего в 76 регионах страны коронавирусом болеют 3548 человек. 235 выздоровели, 30 человек скончались. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. Какова эпидситуация в Ингушетии, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Зара Гитагазова. По нашей республике, ну, все вы знаете, что у нас до сих пор был один, который находится под подозрением. Подтверждения до сих пор еще у нас нету. Как только подтверждение появляется, федеральная служба на своем сайте публикует это сообщение. Там список идет регионов, где что зарегистрировано. Это происходит каждый день где-то в 12 или 13 часов по мере готовности информации. У нас нет по этому случаю пока подтверждения, но есть за сегодняшний день еще 2 случая, которые положительный результат дали, мы перепроверяли. Пробы готовятся к отправке в противочумный институт города Москвы на подтверждение. По тому, который у нас уже был госпитализирован первый, у него состояние удовлетворительное, даже легкой степени, можно расценивать просто как инфицирование. Эти 2 подозрительные, они тоже находятся в стационаре. Их анализы несколько раз перепроверялись, но окончательное подтверждение тоже мы получим только из противочумного института города Москвы. Что касается лиц, находящихся под наблюдением, у нас сейчас жители республики уже, наверное, знают, что количество рейсов из Москвы сокращено до 1 рейса. Будет летать вечером 1 рейс из Шереметьево. Этот 1 рейс и нельзя отменять, потому что очень много бывает государственных дел, неотложных дел каких-то. У людей бывают разные жизненные обстоятельства. Но вот теперь все прилетающие этим рейсом, они проходят анкетирование.
Эти данные нам наши специалисты работают в аэропорту и работники аэропорта. Они составляют анкеты. По этим анкетам мы обзваниваем всех прилетевших из Москвы. И тоже на них, в общем-то, распространяется режим домашней самоизоляции. Мы предварительно с ними оперативно беседуем сразу, разъясняем все требования и потом уже рассылаем постановление домашней самоизоляции. На сегодняшний день, вот, на состоянии по 13 часов сегодняшнего дня, 2 апреля, у нас под наблюдением находится 233 человека. Это те, которые сегодня находятся. Я уже говорила и вчера, позавчера, что у нас эта статистика в динамичном состоянии. Кого-то мы снимаем, кого-то добавляем каждый день. И вот на сегодняшний день эта цифра 233 человека. Все они извещены, со всеми не проведена работа. Есть, конечно, лица, которых мы не можем найти, поэтому, в принципе, часто бывает и обращение на горячую линию, которая у нас, кстати, работает круглосуточно. Еще раз хотела бы напомнить номер для тех, кто не знает. Это 8 800 100 60 66. Постараемся ответить на все вопросы, которые интересуют наших жителей. Поэтому хотелось бы те люди, которые приехали из Москвы или из другого региона, оперативно извещали о себе. И нашу службу, и медицинские службы для того, чтобы за ними было установлено медицинское наблюдение. Количество жертв коронавируса в мире приближается к 1 миллиону. Пандемия в корне меняет привычную жизнь на Земле. Гражданам многих стран рекомендована самоизоляция. А некоторые государства закрыли границы. Жесткие меры предприняты и в России. Карантин введен с 28 марта. Большая часть населения освобождена от трудовых обязанностей с сохранением зарплат. Нарушителей режима самоизоляции могут оштрафовать. Стоит переждать этот период времени ради всеобщей безопасности. Я дома, и вы сидите дома. Берегите наше здоровье. Кажется, даже дети больше, чем многие взрослые, понимают всю серьезность ситуации. Сидите дома. Этот посыл стал не просто призывом к предосторожности, а утвердился как обязанность каждого человека. Статистика случаев заражения и летального исхода меняется каждый час. Уже по всему миру 862 тысячи зараженных, 42 из которых не выжило. Всю серьезность ситуации лучше всех, конечно, понимают врачи, которым приходится бороться за жизнь и здоровье пациентов напрямую. Я хотел бы обратиться ко всем жителям республики, чтобы они соблюдали карантин, чтобы карантин это не каникулы, чтобы ходить по родственникам, собираться, где массово скапливаются людей. И самое главное, чтобы вы соблюдали меры профилактики и меры защиты. И хотел бы напомнить, что у нас население республики думает, что это особо не опасное заболевание, но на сегодняшний день оно особо опасное заболевание, и уже более 1 миллиона заразившихся случаев, и уже больше 50 тысяч случаев закончились летальными исходами. Так что относитесь к этому серьезно. Я надеюсь, что у нас все обойдется без летальных исходов, но как я уже понял, у нас население будет верить в это уже, когда у нас появятся летальные случаи. Но если и этого недостаточно, можно посмотреть на обращение ингушей, которые живут за рубежом. Италия, Бельгия, Франция и Америка. Вирус там в самом разгаре сил и вел страны в чрезвычайный режим. Например, в Америке около 200 тысяч зараженных. Мест в больнице просто не хватает. Заменой госпиталей стали палатки в парках. Подобная картина наблюдается и в Италии, где зараженных 100 тысяч человек. Хаос уже месяц не могут взять под контроль. تاخذنا حنسو ودرج لحتجدا ونغلاتا وقت 11 درس تاخذنا ومركديونا وإسبانيا 85195 сагуа зарегистрированы по данным Министерства здравоохранения. 12298 секцария луржбы. Цумгшан лурж, цангоно ослыш. Бейнрыж 7350 сагуа. Так, я данные ждем, дорогие проверить, ваши дети, но я официальные данные жду, нах цасбочар уалдион, опыш бы сдят, вождят, или опыш бачан, я лазердион, я удион, болса, долждышан, вечери, Аллах шиду, адихр дерс, شاج أجلور در يلزر ده حيث خوش أخوشر تاق سواد بج دي هنا تات мероприятий отменить بعدر هني أشتريش أجر دخول نخ بقوله نخول بنش مهتش كده هنا لزر ده حيدوالسخ. Я считаю, что все мы должны оставаться дома для блага наших родных в первую очередь. Если мы подумаем именно о близких наших, мы все останемся дома.
Итальянские врачи также записывают свои обращения ко всему миру. Из-за позднего реагирования они столкнулись с дефицитом медицинских препаратов. Врачи заражаются вирусом, и следить за больными становится некому. Италия – это страна с развитой экономикой и здравоохранением. Что же произойдет, если ситуация будет запущена в Республике Ингушетия? Здесь мы принимаем и продолжаем принимать тяжелых пациентов из других больниц этих провинций. Мы работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическое напряжение зашкаливает. К сожалению, мы не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень зараженности, и мы больше не считаем мертвых. Все старейшины твердят: сидите дома, так как вирус можно остановить только закрытием доступа к объекту заражения. Богословы при помощи аятов и сур доносят до людей, что по исламу нарушать карантин неправильно, и сравним это с грехом. موصل قلت خلونج تقواش جوين لزرج ديت دولت دويخ خلونشت ستيخا بولج بولشناخا تان يصمل يسقباخ قلاح شاش خلو قاشش إنا لله وإنا إليه راجعون يا خج ستوهش خنرج بوي جود القرآن شا صدا بيغمر أمر قواتش ديت تغن الله تجولش خانة ودرج دينينو كعبة خير دان رزق الله مزخ خير دان جمعة الله مزخ خير دان ديالو وي بقتو هربانسي وخانت قاشات ويتخنا ويفديت هنا بيغمرو صلى الله عليه وسلم بيجداد وجدا أمر وين الله تجبولش عالمنا هو بيجداد وجدا أمر قواشي ديز نخت أبابيس نجا سنة حتى واش بيغمر صلى الله عليه وسلم والله ولش ولي صابري ولش ودرجة خان صابري ولش دال يزدر ماشي قواتش دواتك دكتيش ده ولش دالغر ملك دك دوخش ولش صخصة ولش ولسجا شهيد ولش ولسجا بولش بمال بتسنة بيغمر صلى الله عليه وسلم حلي بحه إزمال حوسي بحه إزمال صدا سك صوابيس بيغمر صلى الله عليه وسلم أراه تصوّج بانخ مصنع ميز كارنتين ودرك دنيا تيهن اوز حتى ما شيء صار ديهن بيغمر ده أمر ده شاشته صنع وديان شاشت خزات شلتا تسجور دي تشهر شدع مولش شدولش متيز ودرجة شلتا تسجر تسونا ديدي أرم دولش أنت بيغمر صلى الله عليه وسلم أراه هربريس أصوص بيس وبيمخ أربولش شبولش ليلش بولش بانخ تقبا هندواتي إجت أصوص بيس هني الشيء أصوصي ناخذ ديش بوش شاش ديش باتش ناخذ ديش بوش لا ضرر ولا ضرار ناخذ مديلا يوخ بيغمر صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما شيء ديغ مش دوام دي ديال شخص خيتمي وش أن يوخ دال قرانشا صدا تصوبا بزنخ ناخ ياخ أز دقوار على دي هاتشلت هذا والله شان خيتش تكبر جاء احتياج شنير سيتواسي جاء خلي سيتواسي نخ بوجلاتش دنيا جاء هنا نخ بوجلاتش نخ تقاش لاتر دوك حمد دال هنزاس لور باب غلي مخ الله تيولش دال لور بول بردا خودي هنا ووي حدش خدول دا حما وحدا ده هنا يلزر ده هي مدرجيت وي. В исламе из-за незнания закона человек мог уйти от ответственности, но если человек понимает степень своей вины, то и наказание понесет должное. Если он станет источником заражения и от него пострадают люди, то вся ответственность будет лежать на нем. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Новости 24. Согласно новым поправкам в Кодекс об административных нарушениях ужесточается ответственность за нарушение карантина. По новым правилам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если это должностное лицо, штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей. Если юридическое лицо, от 200 до 500 тысяч рублей. За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тысяч рублей, для должностных лиц до 500 тысяч, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Подобные меры были введены в связи с пандемией COVID-19. Саудовские власти дали мусульманам новый повод предполагать, что хадж в этом году может быть отменен из-за пандемии коронавируса. Власти королевства призвали верующих в сложившейся ситуации не торопиться со сборами к святым местам. Было отмечено, что хотя Эр-Рияд и готов встретить миллионы паломников в этом году, окончательное решение о проведении хаджа будет принято, когда ситуация станет определенной. На первом месте для Саудовской Аравии здоровье людей. Тем не менее, напоминаем, прием заявок на хадж
Также в регионе уже ведется организацией «Медина». Основной перечень документов для паломников не изменился. Это 3 цветные фотографии на белом фоне, справка о прививке от менингита, копия российского паспорта, а также загранпаспорт. Первый рейс в Саудовскую Аравию из республики запланирован на 29 июля. Ингушетия присоединилась к международной акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом. Сегодня во всем мире отмечается День распространения информации об аутизме. И на сегодняшний вечер главная достопримечательность Ингушетии, башня Согласия, поменяла подсветку. Акция «Зажги синим» в поддержку Дня распространения информации об аутизме стала уже традиционной в стране, но Ингушетия подключилась к ней впервые. Каждый год 2 апреля таким образом организаторы хотят привлечь внимание к проблемам особых людей. Как воспринимают мир аутисты и как им адаптироваться в обществе, потому что эти дети могут стать лучшим в самых разных сферах. Мы просто должны им помочь. Аутизмом страдает каждый 100-й житель планеты. Это более 10 миллионов человек. Всемирный день распространения информации об аутизме призван привлечь внимание общества к проблемам особенных детей. Ведь именно они преимущественно страдают этим заболеванием. У них уникальные особенности в плане социального взаимодействия и нестандартный способ обработки информации от органов чувств. Зелимхан Калоев продолжит тему. Даже после этих нескольких секунд хочется сделать потише и зажмуриться, а ведь таким все вокруг видят люди с аутизмом. Им сложно разглядеть лица и понять, о чем говорят окружающие. Из речи иногда выпадают слоги и целые слова. Везде страшно и опасно. Их мир похож на плохо нарисованную компьютерную игру, где самостоятельно дойти от дома до ближайшего магазина – невыполнимая миссия. Аутичный ребенок, для него вообще вот весь мир, который он воспринимает, он немножечко избыточен сенсорно. Ну, то есть свет слишком яркий, звук слишком громкий, прикосновения могут быть даже болезненными. Он как будто обжегшийся об мир. Освоить профессию и начать самостоятельную жизнь – это обыкновенное желание, а для многих людей с аутизмом – заветная мечта. Они не хотят славы и денег, а всего лишь простого человеческого счастья. Цель, чтобы кого-то найти и жить как все. Отдельно, чтобы семья была, все. Вот это мечта. Ни один врач не скажет вам, почему у, казалось бы, здорового ребенка развитие психики вдруг пошло не так. И теперь даже самые простые вещи, которые мы делаем не задумываясь, им приходится буквально заучивать. Эти ребята в магазин ходят только с педагогами. Глаза разбегаются, сложно сконцентрироваться, трудно общаться с продавцами. Да и от косых взглядов никуда не спрячешься. Если бы родители раньше узнали о признаках аутизма, то помочь их детям было бы легче. Сегодня во многих регионах страны педиатров учат, как определять такие признаки. Да и сами родители детей от 1,5 до 2,5 лет могут уже сейчас на всероссийском сайте test.autism.help ответить на 20 вопросов и узнать, есть ли у ребенка риск аутизма. Человек с аутизмом много чему можно научить. Да, в зависимости, мы недаром говорим расстройство аутистического спектра. Этот спектр огромный. В нем есть там небольшое количество людей, которые там никогда не заговорят. Да, а есть люди, которые заговорят, если рано начать этим заниматься. Аутизм не болезнь, это особое состояние, которое пока до конца не изучено, но поддается коррекции. Поэтому так важно, как можно раньше подобрать свой ключ каждому такому малышу и не дать ему замкнуться в себе. Для людей с проблемами аутизма существует специальная реабилитация и лечение. Мы берем обязательно и медицинское направление, коррекционно-педагогическое направление, где широкий спектр педагогов, инструкторов ЛФК и психологов. И самое главное, большой спектр аппаратной коррекции. То есть методик, которые применяются по всему миру в разных странах. Вот мы смогли их сконсолидировать в одном центре и применить на разные функции. Причины, почему рождаются дети-аутисты, до сих пор неизвестны, однако людей с такими особенностями развития в мире становится все больше. Например, в России только за несколько лет их число увеличилось вдвое. Возможность понять, принять и помочь тем, кто беззащитен перед окружающим миром. Необыкновенные, ранимые, тонкие. Они часто закрываются даже от самых близких. По-своему чувствуют окружающий мир и людей вокруг. Аутизм поддается коррекции, с ним можно быть самостоятельным. Но для преодоления нужны любовь, терпение и грамотный подход. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.